Добрый вечер, дорогие любители русского хоккея. Мы начинаем трансляцию из Сыктывкара, где считанные минуты остаются до старта очередного тура Российской суперлиги по хоккею с мячом. Сыктывкарский строитель, Первоуральский, Уральский Трубник. Добрый вечер, дорогие болельщики. Рад вам представить моего коллегу по сегодняшнему репортажу, сегодняшней трансляции Алексея Карпова. И Александра Люлько, соответственно. Да, мы будем для вас вести репортаж. Мы верим, что сегодня наша команда все-таки возьмет желанные 3 очка. Как никогда, наверное, у нас сегодня много шансов, потому что мы обнаружили определенную... Удивительное сходство, да, определенная периодичность побед над Уральским Трубником раз в 9 лет. Вот последняя победа датируется 2009 годом, соответственно, следующая победа должна состояться именно сегодня. Ну, для полноты картины, то есть в 2009 году Сыктывкарский строитель последний раз обыгрывал Трубник со счетом 3-2. 3-2, да. Ну и в 2000-м 8-2. Да. Есть, в общем, это не просто какое-то там совпадение, да, может быть, действительно закономерность. Но пока что мы представляем вам и гимн Российской Федерации и Республики Коми. Ну, вот и отыграли у нас гимны Российской Федерации и Республики Коми. И все готово к началу игры. Александр, ведь победа в 2009 году, если не ошибаюсь, была последней даже у строителя до возвращения в Суперлигу. Нет, победа над Трубником была первой в том сезоне. Первой, да. Последняя победа была над Боровичами в том сезоне. В том сезоне обыграны были и Водник на своем поле со счетом 6-3, если я не ошибаюсь. В том сезоне были ничьи с Казанским Динамо на своем поле. Уступили с минимальным счетом 2-1 дома и Енисею, и Байкалу. Хабаровский СКА тогда был в роли середняков, тогда мы их и вовсе обыграли. Так что тот сезон был полон сюрпризов, ярких, и интересных результатов для нас. Да, но мы бы тоже сейчас бы в этом сезоне отказались бы от победы над Водником на своем поле. Но давайте вначале разберемся сначала с Трубником. В прошлом сезоне Сыктывкарский строитель с Трубником выдал довольно интересный домашний поединок. Завершился он со счетом 4-5. При этом победный гол Михаил Красиков принес Трубнику на 87-й минуте после розыгрыша углового. Да, а в 2009 году Михаил Красиков принес победу нашей команде в матче с Трубником. И тоже с углового на последних минутах матча. В общем, сегодня Михаил Красиков начинает эту игру на скамейке запасных Уральского Трубника. Ну, будет он в роли козыря, наверное, для Трубника. Можно его не выпускать, желательно, на поле. Ну, мы не отказались бы от автогола теперь уже в свои ворота. Надо же как-то разнообразить все-таки эту картину. Ну, сейчас мяч в центре поля, Уральский Трубник начнет нашу игру. 88-й номер Андрей Герасимов. Ну и после стартового удара по мячу пробежимся. И вот уже пошли бежать
по составам, да? Начнем с хозяев поля. В воротах Сыктывкарского строителя номер 20 Максим Шакиров. В общем, никаких сюрпризов здесь пока нету. А вот в линии обороны Павел Яковлевич Франц приготовил небольшое такое откровение и для нас, наверное, и для многих болельщиков. Да, нашего основного защитника сегодня нет, он на скамейке запасных. Да, то есть у нас в линии обороны сегодня Сергей Филатов, 83-й, Иван Кораблин, номер 3, Владимир Власюк, номер 9, и, я так понимаю, Артем Лихачев, все-таки, номер 8. А вот Максим Немцев, номер 44, начинает эту игру с баночки. Но мы пока здесь смотрим первый стандарт. Зарабатывает уральский трубник. Есть прострел. Таким бичом, да, у нас оказались стартовые минуты в целом ряде игр в этом чемпионате для строителя. Довольно быстрые мячи оказывались в воротах хоккеистов. Ну, хотел бы вас немножечко порадовать тем, что, взглянув на статистику предыдущих игр чемпионата уральского трубника, мне бросилось в глаза то, что во всех матчах, кроме матча с Кировской Родиной, Трубник в первые полчаса не забивал вообще. Ну вот это прекрасно. То есть, как говорится, нашла коса на камень, а вот здесь немножко туповатая коса на аналогичный камень. То есть велика вероятность, что, конечно, Трубник будет пытаться эту статистику исправить. Ну, включаются они, как правило, уже под занос первого тайма. Мы видим здесь с первых минут в этот раз Трубник включается, и угловой первый же зарабатывает, не дает нам, в принципе, договорить о составах. Ну, давайте вот пока готовится угловой, еще полевые игроки строители: Сергей Шабонкин, капитан команды, 77-й, Никита Свиридов, 91-й, Евгений Люхин, Евгений Люхин у нас защитник, да, прошу прощения, пропустил его, 37-й, Максим Зубарев, 23-й, Александр Валюшин, 29-й, Денис Садаков, 93-й. И вот сейчас угловой ворот строителя. Успел. То есть было еще несколько секунд даже, на самом деле. Не спешат хоккеисты Трубника с этой подачей. Там и что-то я вижу с арбитрами игроки строителя выясняют. Может, говорят, может, не надо, может, от ворот давай назначим. Судья неумолим, головой остается. И опасно было, но от ворот. Ну, это козырь вообще Трубника, как многих дальневосточных команд. Хоть, ну, Трубник и команда не дальневосточная, да? Ну, восточных, в общем-то, клубов, да, это... Да, ну и на замене в запасе у Сыктывкара Макарекишев, Андрей Куликов, Никита Агафонов, Алексей Башаримов, Максим Немцев, как мы и говорили, Максим Витя, Артем Зимин, главный тренер команды, Павел Яковлевич Франц. Александр, пожалуйста, да, я представлю вам Трубник. Состав уральского Трубника. В воротах номер 20 Артем Прохоров, полевые игроки номер 8 Дмитрий Черных, номер 11 Евгений Сысоев, номер 12 капитан команды Петр Цыганенко, номер 88 Андрей Герасимов, простите, номер 24 Григорий Липин, 27 Дмитрий Сидоров, 44 Андрей Орлов, 54 Николай Коньков, 71 Максим Ширяев, 26 Дмитрий Ширяев. Запасные игроки. Вратарь команды номер 81 Антон Ахмеров, номер 9 Денис Багаев, номер 15 Дмитрий... Здесь опасный момент, да, вы видели, да? Да, и... Отскочил мяч, и статистами выглядела и оборона, и... Пока я статистикой делюсь, да. То есть, если бы чуть-чуть отскок был бы, тогда немножко другой. Но вполне мы увидели бы и первый мяч, еще ворота гостей уже. Да. Так, номер 15 Дмитрий Фифелов, номер 16 Тимур Кутупов, 18 Кирилл Афанасьев, 22 Егор Ахманаев, 23 Дмитрий Разуваев, 78 Михаил Красиков и 89 Александр Воронковский. Главный тренер команды Алексей Жеребков. Ну вот по именам, в принципе, Трубник не намного, да, ярче, кажется, если так посмотреть. Конечно, играет в хоккей с мячом не имена, а... Ну, Трубник хорош команды. Именно своей командой. Вот без звезд они умудряются добиваться результата. Ну и в этом сезоне уже Трубник порадовал, да, своими результатами болельщиков. Да, они в первом
в первом же туре, уступая на выезде Кузбассу со счетом 3-1, вырвали победу в концовке встречи. В следующем туре, уступая Сипсельмашу 5-0, практически вернулись в игру, сделав счет 5-4, и там один мяч только в конце пропустили. То есть это говорит о том, что команда... И со стартом я так смотрел тоже, по-моему, да? Они летели. вот так же, начало встречи было провальное для них, но они уступали со счетом 0-3, но буквально там в течение 5 минут, где-то с 30-й по 30 какую-то минуты, забили 3 мяча, потом игра была вовсе остановлена, прервана, если не ошибаюсь, на 2 часа. Да, там были, так скажем, причины, да. Якобы какой-то чемодан был найден, да, в целях безопасности. Ну, не якобы, наверное, конечно, был найден, да, но перестраховаться тоже стоит. Может быть, кто-то чемодан с деньгами принес? Если бы там был бы чемодан с деньгами, я думаю, никто бы не прерывал игру. Там бы тот, кто нашел, уже давным-давно уехал бы домой. Уверен в этом. Да, скорее всего. А здесь как-то остановили, возобновили, и в итоге ничьей завершилась встреча. Ну вот, что, 6 минут сыграно, моментов опасных не так-то много, да, скорости довольно медленные. А вот и первый чуть опасный не момент. сглазил, да. И здесь Да, вратарь Максим наш Шакиров. вратарь выручает. Это, как даже уже правильно это сформулирует эту мысль, Уже что за самоотверженность похож на Александра сыграл. Воронковского, игрок, по-моему, 89-й. Не исключено. Так, со спины показалось, но запасной уже вроде как, да? Да, ну вот не исключено, что так и было. Нам, может быть, покажут еще повтор. Но... Как довольно вот интересный момент. одной передачи буквально всю защиту нашу. А мне даже было интересно, где Обрезано. вся защита была, да? Вот, просто ребята смотрели. Ну, мы, за наверное, игрой. про чемодан заговорили, они ожидали увидеть второй. Уже Думаете, перворайский трубник чемоданы с деньгами с собой возит? Ну, да, к слову... нет, номер 88 это был. Да, это вот то, что Андрей Герасимов. Это Герасимов, да. да. Ну, у нас на хоккее чемодан с деньгами, конечно, не разыгрывается. Но, между прочим, 100 литров бензина выиграть можно. Да, то есть для болельщиков... Центнер. Центнер. Звучит красивее, да, мы с вами обсуждали на прошлой игре. Нужно быть болельщиком строителя. Ну, в принципе, можно быть болельщиком просто любого клуба, да. Приходить на хоккей с мячом, сохранять билеты, корешки, в конце сезона обменять их на лотерейный билет. Потом из лототрона... Наш универсал, вот прошу прощения, Да, наш пожалуйста. универсал Владимир Власек прорывается уже. Ну, он отличился в том году первым Смотри, своим а мячом в передача-то матче с была. Трубником, если помните. Первый Помним, мяч. Помним, так это чуть ли единственный был. Да, первый единственный красивейший мяч тогда был забит. И тогда на тот момент, по-моему, мы вышли вперед со счетом 3-2. Да, та игра была веселой. Тем не менее, Александр, давайте до центнера бензина договорим. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот, после этого дальнего удара, ну, вратарь, мне кажется, просто... Ну, болельщики был уже гол готов. закричали, по-моему. Ну, вот и к болельщикам, ну, конечно, тоже бы хотелось сегодня побольше видеть на трибунах. У нас в Сыктывкаре немножко подморозило, но минус 9 это не так, как мне кажется, погода, которая должна останавливать любителей хоккея с мячом. Тем более 100 литров бензина в конце сезона кто-то из них выиграет. Вот. Здесь небольшая остановочка была в игре. Ну, скорости пока невысокие. Это бросается в глаза, и мне кажется, что для строителя, который начал сезон матчами с Енисеем, Байкалом, со СКА, с Динамо Москвой, с Казанью, которая оказалась на ходу в начале сезона, это довольно такие скорости, это даже, мне кажется, приемлемо. Да? Идеальный для нас вариант, чтобы наконец-то начать матч с гола своего. Да, Потому что ни разу, по-моему, мы не открывали счет. Ничей 8 не пропустить, да? Да. Вот здесь Такая недобрая для нас традиция сложилась. Ну, я вас смотрю прошлый сезон, и в Первоуральске строитель уступил 3-8. Ну, то есть, восьмерочку свою мы, в принципе, где-нибудь да найдем всегда. Самое разгромное поражение, вообще самым неудачным сезоном был 2006-2007 год для строителя. 1-7 и 2-11, Александр.
Вот тот сезон, конечно, не задался у Строителя в матчах с Трубником именно. Ну, был еще такой интересный сезон 2003-2004 годов, когда оба матча завершились со счетом 2-9. Я вот даже проверял, может это ошибка где-то в статистике. Вроде не ошибка. Проверить сейчас будет. Вот. Ну, с мячом пока у нас Трубник. Довольно все спокойно у нас. Был опасный момент у ворот Строителя. Был угловой, в принципе, где тоже опасные удары. Но это так полумомент и момент. Если правильно смотреть в глаза. Ну и у Строителя такой тоже полумомент был у Дениса Садакова. Так, мы говорили о том, что... год, да, 34-й сезон. В третьем, да, мы уступили... у меня только домашняя статистика, да, к сожалению. Если дома 2-9, значит на выезде, скорее всего, больше не было. Да, ну, насколько я помню, с 2000 года, ну, если, по крайней мере, в встречах гостевых мы всегда проигрывали, неизменно. Ну, с 2000 по 2009 мы, в принципе, проигрывали. Ну, хотя дважды, помню, был счет 2-0. Это как раз в те годы, когда мы выиграли у Трубника, мы на выезде 2-0 проигрывали. Всего лишь. А вот и гол! Отлично! Вот наконец-то! Вот вынимай! Да. Вынимай! Первый мяч. Строитель забивает. Нам бы хотелось понять еще, как это произошло. Знаете, Александр, как Николай Дроздов, да, вот посмотрите на этот момент, довольно редкий. Вот и в этом чемпионате Строитель, да, действительно, забивает. Да, Никита Свиридов прорывался, сделал передачу. Артем Зимин забил у нас. Зимин, прекрасно. Если не ошибаюсь, второй гол. В матче с Казани мы все-таки были лидерами. А может быть, да, с Казани. По-моему, с Казани. Я вот тот матч смотрел, читал по протоколу, потому что там была... Смотрели слайды, в общем. Да. Те, кто видели, поймут. Слайд-шоу. Вот, поэтому трансляция текстовая на сайте Федерации была поинтереснее. По крайней мере, когда шла 30-я минута, и счет там уже был несколько мячей забито, слайд-шоу показывал только первый мяч. Да. Я ни одного мяча, кстати, так и не увидел, по-моему, я выключил. Ничего не потеряли. Сам тоже пролистывал там. Не понять было, что. Чем выгодно отличается, например, наша трансляция, да? Ну, Динамо Московского была прекрасная тоже трансляция. Да, замечательная. Очень приятная картинка и комментарий. Матч Динамо понравился и в этом плане. Ну и по игре тоже встреча выглядел довольно неплохо. Понятное дело, что Динамо тоже тот еще каток в этом сезоне. Да, хочется сказать, сегодня команда из Москвы играла на выезде с хабаровским СКА. То есть сошлись два лидера, можно сказать. Один временный, как изначально было понятно, Динамо Московское, потому что оно по сыгранным встречам обходило хабаровчан, извините. Вот, но теперь все стало на свои места. Хабаровск выиграл 12-7. После первого тайма счет был 8-1. А во втором тайме случился очень интересный момент, такой как покер игрока Динамо Владислава Тарасова, который он оформил простите, не с Хабаровском они играли, они играли с Енисеем, вот только сейчас вспомнил. Я просто вот сижу, думаю, вам виднее. Не, ну самое интересное то, что вот Владислав Тарасов оформил свой покер, чуть менее 13 минут ему потребовалось на это. Ну вот, рекорд для себя. Потому что Тарасов забил за 13 минут 4 мяча в ворота Енисея, а у нас лучший бомбардир Строителя Денис Садаков забил 3 мяча, к сожалению, вообще за весь сезон. Вот такое сравнение. Не в нашу пользу. Мы в атаке. Атака, да, прорывается по флангу. Да, возможность! Ай-яй-яй-яй. Это просто... Буквально кто-то... Алексей Башаринов проходил, прострелил на дальнюю штангу. И, конечно, отсюда было трудно посмотреть. Дорогие зрители, мы видим на самом деле ту же самую картинку, что и вы. Поэтому далеко не всегда удается опознать не то что кистов соперника, да, но и своих.
Говорить про привязку к каким-то конкретным позициям уж Строителя, уж тем более дело неблагодарное. Вот у нас и Лихачев играет то защитника, то полузащитника. Ну, да. Приходится, к сожалению, да. Про Власюка мы уже вообще легенды рассказываем. По росту он и прекрасным вратарем мог бы быть. Ну, да, не попал Никита Свиридов не попал просто по по мячу, к сожалению. Но сегодня, по крайней мере, к вечеру погода улучшилась. С утра валил снег, и трудно представить, что сколько бы получил случилось. Трубник при снежной погоде. Согласен. Ну нет, по крайней мере, в том году первая победа нами была добыта в снегопад в матче против Зоркова. Да, возможно, и это бы повторилось, но не так интересно было бы смотреть, вероятно, матч. Ну, мы ждем на самом деле чуть-чуть больше активности от гостей. И, как мы уже отмечали, да, они где-то после получаса игры активизируются. активизируются. И кладут, причем они сразу несколько мячей, как правило. Знаете, это как Золушка, да, только Золушка в сказке после полуночи в тыкву превращалась, а райский Трубник наоборот. То есть он до полуночи такая тыква, а потом неожиданно расцветает после получаса игры. Ну, в общем, у Строителя есть еще минут 14 для того, чтобы создать себе небольшой задел. Не скажу ни в коем случае, чтобы его героически оборонять. Оборона Строителя — это явно не конек сыктывкарцев. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, что конек сыктывкарцев. Может быть, сама только отдача. Конек. Только конек сыктывкарцев. сыктывкарцев. Кроме конька. Вот, то есть у Первоуральска, как мы говорили, командная игра, и в этом чемпионате им отыгрываться, совершать какие-то невероятные камбэки, не впервые. Причем в том году победа, видно было невооруженным глазом, что она была достигнута прям, на классе каком-то, потому что они... Даже, я бы назвал, не нужно бы класс, вот сейчас заброс дальний, не точно, на морально-волевых, на самом деле. Даже что, не видно было какого-то усилия, что они делали, по крайней мере, это было очень непринужденно. Усилие, это, мне кажется, это все-таки обманчивое впечатление было со стороны. Просто они пошли и сделали результат в самой концовке. Мне кажется, даже больше там Строитель не поверил даже в то, что вторая победа прилетает к нам. Как так? Что? И болельщики тоже, мне кажется. Но это не вторая. Мы же с Трубником играли до матча с Зорковым. Все равно, тем более. Видите, Александр, вот хорошо, что есть вы рядом человек, который знает статистику. Взаимно. То есть, а то мы с вами бы без вас навели бы всякой ерунды статистической, неправильной. А нам бы потом бы говорили, что как так, вы не помните. А вот у нас есть вы, есть поправочка. Значит, и это, заметьте, без интернета, без Википедии, без ничего. Просто Александр у нас один из... Нет, почему один? Создатель, да, группы хоккейного клуба «Строитель» ВКонтакте. Который отмечает сегодня день рождения свой. И была образована... Вот в тот день, когда мы обыграли последний раз Уральский Трубник, 9 лет назад. Вот, Александр, если мы сегодня Трубник не обыграем, то проклятие это с вами связано. Ну, по крайней мере, я дважды воочию наблюдал наши победы. И в 2000 году, со счетом 8-2, когда мы выиграли. После матча я получил буквально в награду обрубок клюшки Александра Воронковского, который я несколько лет играл потом. Ну, смотрите, Саша, если вдруг сегодня, не вдруг, а если такой результат останется, то надо Трубнику написать, чтобы он вам деньги платил за то, чтобы не приезжали на игры Строителей и Трубника. Ну, можно сказать, мы сегодня в большинстве. Сегодняшний матч, если не ошибаюсь, обслуживает Михаил Целунин, да? Нет. Ну, он, по крайней мере, не арбитр, а... Я вот смотрю список судей, да, Андрей Токмаков, Сергей Сергеев, Григорий Бабашкин и Юрий Габов, резервный арбитр. Михаила Целунина в списке я не вижу. Ну, бывает он же. Не, он резервный. Да, резервный, да. Он же и выступал за Трубник с сезона 2003 года по 2007 год. И в составе Трубника он дважды становился чемпионом России по рингбенде. Вот вы, да, я только что при слове «Трубники» чемпион России у многих болельщиков, у многих людей, в принципе, открываются глаза. Это такие несовместимые понятия, но именно по рингбенде Трубник становился шестикратным, если не ошибаюсь, чемпионом страны. 5, мы говорили, по-моему, 6. Да, возможно. Многократным, давай так, чтобы никому не наврать, никому не обидно. Многократным это можно и 10 вкладывать, да, понятие.
Также за Трубник играл, кстати, Руслан Нейфельд с 2002 по 2004 год. Мы вот буквально перед игрой, да? Да, я сказал, что этот игрок знает, как обыгрывать Трубник. Вот. Но сейчас он не работает, к сожалению, не играет. Ну и про Красикова мы тоже вспоминали с вами. Да, ну, единственный игрок, кто выступал за Трубник, Антон Оппенлендер, к сожалению, травмирован. Возможно, что смотрит сегодняшний матч. Передаем ему привет. Желаем ему скорейшего выздоровления. И все его с нетерпением ждем на поле. Что... Да, потеря Антона, сильный удар по Строителю. Заменить его равноценно, конечно, не удалось, но даже вот попытка как-то заменить Антона Оппенлендера у Строителя не удалась. Там, да, мы привлекали Игоря Иванова из Кузбасса, но вот совершенно, ну, буквально позавчера... А вот наш Максим Немцев запасной сегодня. Вот, но буквально позавчера по обоюдному согласию контракт с Игорем Ивановым был расторгнут. Не впечатлил действительно ни тренерский штаб, ни болельщиков. Ну, в общем, практически ничем не запомнился в матчах, которых ему давали игровое время. Тренировку, видимо, не очень проявил. И отправился домой, я так понимаю. Да, очень обидно, потому что чуть ли не специально Павел Яковлевич Франц ездил просматривать, да, его парня на Кубок России, и вот так вот случилось. Ну, не оправдал, наверное, доверия, не оправдал ожиданий. Бывает и такое. Желаем Игорю Иванову успехов в дальнейшей карьере. Но вот не в этом сезоне, видимо, да, не в Строителе. Получается, что именно так. Но пока мы с вами обсуждаем трансферную политику, наконец-то... Один из немногих моментов. Да, таких полумоментов, если чуть-чуть обработка мяча была более корректной, можно было выйти на ударную позицию, проверить Максима Шакирова в деле. На счету Максима, конечно, уже есть одно спасение, выход 1 на 1 Андрея Герасимова из Первоуральска. Но вот после того момента как-то Шакиров... пожалуй. Да. После того момента Шакиров-то как-то непривычно для себя. Ну, это и хорошо. Скуки. Это и хорошо для нас. Нет, это безусловно хорошо. Вот прорыв. Отличный прорыв. И неудачная опять передача здесь выпускает. Попадающий Строитель мяч за лицевую. Да, это у нас прорывался из игроков Максим Зубарев. И передача лучше в том сезоне Максим Зубарев по голевым передачам. Сколько я помню. Да, было опасно. Можно было удваивать счет. Ну, подождем немножечко еще. Здесь у нас, я так понимаю, удаление в составе Сыктывкарского клуба. Была поднята вверх рука арбитра, и на скамеечку штрафников покатился игрок Строителя. Покажет нам сейчас, кто же этот грубиян, кто же этот человек, который оставил команду в меньшинстве в совершенно непринужденную, да, невынужденной ситуации возле углового флажка. Ну да, тем более, что не было каких-то скоростей не было, да, запредельных, да, поэтому. То есть на ровном месте. Власюк, да, Владимир Власюк. Довольно ненужный фол. Не могу сказать, что глупый, да, но ненужный. Ненужный это возле углового флажка, когда там выбивал, да. Ненужные на чужой половине, когда нету быстрой контратаки. И за споры. Да, вот такие бывают нарушения правил довольно частенько в хоккее с мячом. Мы тоже на своих трансляциях видим порой. Ну, Трубник владеет мячом. Не скажу, что прям бежит всеми силами вперед. Не сказать, что игра как-то ладится, и передачи не точны, и скорости пока. Ну и вот лучше всего вот показывает этот прессинг Строителя, да, то есть Строитель просто выкатывается на чужую половину. И этого достаточно. И вот этого хватило, да, сейчас, чтобы отобрать мяч. Александр Ваюшин предпринимает. По замыслу была, конечно, хорошая передача. Вот по исполнению там 5 человек было перед была попытка партнером. Если бы этот пас прошел, я думаю, Ваюшину нужно было в сборную забирать. Чисто за одну передачу. А вот сейчас дали нанести да, удар. И угловой зарабатывает Трубник. Второй для себя в этом матче. Сыктывкарцы пока угловые не подавали. А ведь уже прошло половина первого тайма, Александр.
Половина, ну, видите, пока не Ну, натикало Да, они полчаса. полчаса еще приближаются, да. Потому что с Родиной, по-моему, с 21 по 27 3 мяча забили они. Вот. А в других матчах голов не было. Давайте вот, может быть, и сейчас их не будет. Не будем портить статистику, да, товарищи с Первоуральска. Статистика вещь такая, привередливая. Да, и Максим Шакиров выручает наш И на добивании еще грамотно По-моему, сыграл. в лицо, возможно, мяч угодил нашему игроку. Там, да. Сейчас, может быть, не в лицо. За что там держит? Да. Иван Кораблин. В голову все равно попал, но в масочку все-таки. Шлем. Так, и, похоже, будет заменяться он. Ну, после такого удара, наверное, нужно просто хотя бы Прийти в себя немного. Минутку-другую, да, посидеть, прийти в себя и возвращаться на лед, потому что у нас с защитниками-то Ай, какая неаккуратная передача, и повезло нам, что такую Лихачев. неточность капитана Лихачев бежит в атаку. не использовал Трубник. По левому флангу атака строителя. Здесь, наверное, надо было пытаться заработать стандарт все-таки здесь. Да, это же возможность. Не мудрствовать там, да, пытаться как-то обыгрывать, а просто сыграть от клюшки, от ноги, не знаю. Да как и делают обычно хоккеисты. Да, но у нас в Сыктывкаре особый стиль хоккея с мячом. Мы Подарков не принимаем. Да, нам такие легкие угловые не нужны. Мы готовы закатывать мяч в ворота соперника, никак иначе. Мне кажется порой, что этого, чересчур, скажем, грешат наши хоккеисты, когда можно пробить, они пытаются где-то там действительно занести на тоненького сыграть. Да, ударов порой не хватает, особенно с дальней дистанции. Это большая для нас редкость. Голы со стандартов, со штрафных, да, чем известные сильные команды. В этом аспекте, конечно, я не знаю, даже больше психологически, наверное, даже, чем какой-то другой, чем игровой. Вряд ли на тренировках говорят, что нужно мяч в ворота отправлять с метра от них, да? Но здесь стандарт, Трубник довольно опасен. Почему бы и после быстрого розыгрыша не пробить, да? Стеночка. Здесь стеночка, конечно. И 1-1. Ну и вот. Да. Офсайд. Ну и прекрасно. 30-й минуты нет, так что голы отменяются. Ну, здесь недоволен 12-й номер Петр Цыганенко, капитан уральского Трубника. Ну, в общем, судья всегда прав, мы это знаем. Особенно, если он свистит в нашу сторону. Но здесь, смотрите, вот действительно оставили Цыганенко одного, 77-й номер Сергей Шибонкин оставил его себе за спиной. И выход 1-1, забивай, пожалуйста! Нет. Вот. Нет. Тина. Не пожалуйста, понимаете, Александр? И даже не угловой. Я вот... В матче с Динамо чистый выход не реализовал Алексей Башарымов. Такой же выход был. Вот. Не, ну я просто... Пенальти не забил Денис Судаков, и сейчас вот такой же знаете, верный. Вот я просто смотрел пенальти в одном из поединков, да, где Денис не забил, а вратарь выбегал из ворот, там чуть ли не до точки добежал, пока шел удар. Вот это, когда мы говорим, что судья прав, но не в таких эпизодах, конечно. Там нужно было давать перебить. Это... С кем мы играли-то как раз? С Байкалом. Нет, это здесь был. Не здесь была, на выезде игра, по-моему, с Казанью как раз. Когда? В том сезоне? В этом сезоне. Нет, с Казанью мы дома не играли. На выезде, да, на выезде с Казанью. Нет, про пенальти это был как раз... Судейский разбор, Александр. Судейский разбор, это матч как раз с Байкалом был. Все-таки матч с Байкалом, да? Ну там счет был уже такой крупный, в общем-то, и судьи не стали. Ну, тем не менее, знаете, как бы счет не счет, но правила есть правила. Они должны соблюдаться и при 0-0, и при 2-0, и при 8-5. Ну, они думают, ну и так сойдет, ну что, Сыктывкар там свои и так 5 пропустит. Нет, тем не менее, это не совсем голом правильно. Больше, голом меньше. Это гол был, который бы наш был. Это тоже... У нас каждый гол на счету, знаете. Поэтому немножко обидно бывает за такие эпизоды. Ну и вот за такие выходы 1 в 1, которые не реализуются, тоже обидно. Это крайне обидно, потому что таких возможностей, как правило,
В нашем случае много не бывает. Да, ну и известное правило, да, не забиваешь ты, забивают тебе, тем более вот у нас 30-я минута. Только если ты не хабаровский СКА. Да, отведенная нами для Трубника подошла уже, в общем-то. И дальний такой удар. Да, хочется сказать, что среди бомбардиров Трубника лидирует Максим Ширяев 6 мячами. И у него также 4 голевых передачи. Довольно неплохая статистика. Да, у Петра Цыганенко 5 мячей, а у Дмитрия Черных 4 мяча. Будем надеяться, что свои голевые подвиги они в Сыктывкаре не будут совершать. Отложим. Пока что подвиги его совершают вратари, причем обеих команд. На счету каждого по убитому выходу 1 в 1. Поэтому... Ну, в нашем случае все-таки при атаке наших ворот это не такой был 100%, прям 90%, наверное, да? 9%. 99. 99. Есть еще одна атака гостей. Ну, я вот действительно могу сказать, что Трубник пока не впечатляет, да? Ну да, у них отсутствует всего несколько игроков, и то из ключевых, наверное, это только защитник Усов, а так отсутствуют 2 молодых полузащитников, а Александра Марковкина, голкипера, уже давно нет, к сожалению. Ну, это, знаете, это то же самое, наверное, что сказать, что у Строителя отсутствует там Владимир Федосеев, да, который из Дюшки перешел в Знамя. Тоже угловой, по-моему, первый должны. Да, ну вот здесь не согласен. Очень долго, да. Помощник думал. Ну, арбитр показал, все, нечего спорить. Он свое мнение обратно не вернет, не поменяет его. ВАР сегодня у нас не работает. Он поменяет мнение, если сетка только дырявая, да, и мяч через нее пройдет в ворота, как мы уже видели в матче с Енисеем, если не ошибаюсь. С Байкалом. Все с Байкалом. Да ладно, Александр, в одном из матчей. Ладно, везде много мячей было, поэтому неудачная передача. Из Динамо, кстати, вот если помните, тоже были передачи не самые удачные. Игроки буквально дотягивались. Но здесь, мне кажется, здесь еще и лед все-таки сказывается. Было видно даже, как он скачет по льду, как мяч скачет по льду, прошу прощения. Вот. Немножко погода внесла свои коррективы. С подготовкой льда проблем, конечно, не возникло, но какой есть, и на том спасибо. Так, передача. Из вратаря, да, Артем Прохоров на месте. У них вообще у команды из Первоуральска замечательная вратарская линия. И Артем Прохоров, и бывший вратарь Зоркова Антон Ахмеров, замечательный вратарь, и также Александр Марковкин, который в предыдущие годы, можно сказать, за 2 игрока считался у Трубника, который неоднократно их выручал, спасал и мертвые мячи тащил. Такой настоящий первоуральский буфон. Вот. Но они, тем не менее, справляются без него. Сегодня какого-нибудь Прохоровича не будет у нас в поле. Кстати, по Федосееву, тоже довольно такая жаркая дискуссия развернулась в социальных сетях. Кто-то считает, наверное, что нельзя было отпускать хоккеиста. Ваше мнение, Александр, наверное, по этому поводу. Молодой воспитанник уехал играть в другой клуб высшей лиги, вместо того, чтобы выступать за ШОР. Здесь возможности были, наверное, призрачные все-таки. А там он будет играть с опытными хоккеистами. Там многие играли и за Ульяновск, и за Кировскую родину, повидавшие хоккеисты. Вот. Поэтому, по-моему, и в Знамени наш вратарь Василий Пахомов, играет. Нет, я все полностью в этом вашем мнении тем более, разделяю. Вот еще хочу дополнить. Наша лига, где выступает Строитель 2,
Там с этого года, по-моему, нету ни одной такой взрослой команды. Там одни дубли теперь играют. В том году был только единственный Мурман. А в этом году одни дубли играют. А зона, как раз вторая группа, там и Локомотив, там и Никельщик, вот эти взрослые команды, именно что. И Маяк уже, он не дубль уже, давно ничей. Раньше, если это был дубль московского Динамо. Вот. Также это Акжаик. Ну, сейчас смотрите, опасный момент у ворот Строителя. Отлично Здесь накрыли, отрабатывает отлично. игрок Строителя в обороне и угловой. Так что, ну, это настоящий опыт просто, возможность для игрока как-то заявить о себе. О том и речь, что лучше играть против молодежи с неопытными такими же ребятами, или ты железный игрок старта, или с опытными хоккеистами бороться с настоящими мужиками, да, как бы. Ну, кто-то считает, конечно, что лучше растить своих хоккеистов в тепличных условиях, да, и чтобы они у тебя мариновали скамейку запасных, допустим. Ну, вот лично у меня мнение совершенно противоположное. Но здесь смотрим. Он, может, 1 год посидит еще, а потом вообще расхочет здесь играть. Сравнивает счет. Ну, Трубник после углового 1-1, 36-я минута. Да. Ну, статистика подтверждается, да, в общем. Трубник после 30-й минуты пошел забивать. Ну, завершая Федосеева, конечно, может сезон другой поиграть и обязательно вернут, если себя проявит. А так мы слышали, что были проблемы и с поведением, и с характером у человека. Очень хочется надеяться, что все будет позади. Тем более, по-моему, и в прошлом году его на кубок брали, да? Когда Ну, в прошлом году он привлекался к основе, в этом сезоне уже нет. Это уже что-то значит, да? Если тебя в том году привлекают, а в этом году говорят, нет, ты нам не совсем подходишь. Да, в то же время он лучший бомбардир нашего дубля прошлого года, да? Если я не ошибаюсь, да. Но... Поэтому выход, уход его в знамя, это, скажем так, для обеих сторон, даже для 3 сторон, и для Строителя, и для игрока, и для знамени, это только плюс. Поэтому, мне кажется, это самый оптимальный вариант, все довольны. Довольны только мы, наверное, и хоккеисты Строителя тем, что Трубник сравнял счет, играя в большинстве. И сейчас еще одно нарушение Строителя, здесь без удалений должно обойтись. Но вот потихонечку включаются первоуральцы. Наверное, не входит в их планы потери очков в Сыктывкаре. Нет, абсолютно. Я бы, в принципе, не знаю, у кого там в планах ходило где-то терять очки, уж тем более у нас. Но мы как-то эти планы иногда можем тем более это первая для них выездная игра, где сил у них потом немало еще должно быть. Зорки, да? Да, ну, как раз в ближайшие дни. Восточноевропейская 25 ноября они играют в Красногорске. Как раз там Зоркий будет их встречать, который, ну, очень ослаб в последнее время, стартовав. И кажется, что это еще не предел. Да, но, к сожалению, там определенные есть проблемы с финансированием, насколько известно. Вот, а 28 числа в Архангельске Трубник сыграет с Водником. Ну что ж, тоже будем, конечно, следить за этими играми, да? Сейчас мы пока следим за тем, что у нас происходит. Здесь у нас что Трубник продолжает наседать. И да, наша команда после того момента, после выхода 1-1, особо шансов не имела. Ну, вот здесь еще была попытка атаки со стороны гостей. Здесь от ворот. Ничего опасного. Евгений Леухин. Попытка перейти на чужой половину здесь не дают, да? Еще плотно довольно встречают хоккеисты гостей. Да, но Евгений Илюхин, я думаю, где-нибудь найдет прорыв. По крайней мере, да, у него, как я говорил, был, по крайней мере, 1 гол, когда он через все поле таким тараном прошел и забил. У нас параллельно сейчас идут с нашей игрой Водник Кузбасс матч. Там здесь, конечно, требует. Да, очень хорошо, что нет никакого углового. Водник Кузбасс, там 10-я минута 0-0. Зоркий Сипсельмаш за эти же 10 минут неполную уже 1-1. Ну, успели настрелять.
Ну, у нас тоже 1-1, как видите, но за 40 минут почти. И сейчас идет увлекательнейший матч в Кирове, где Родина обыгрывает после 35 минут Волгу 3-2. Вот это да. Вот это матч, который, в общем, равно действительно соперников. Я думаю, где-то там же с ними должен быть и Строитель, да, чуть-чуть повыше, и, наверное, Мурман. А вы не знаете, Алексей, что с Евгением Перевозчиком, который покинул Казанск? Что с ним, конечно, я не Казанское знаю. «Динамо»? Да, Казанское «Динамо». Потому что были слухи, что вдруг он вернется в родину. Ну, это я как раз и хотел сказать, что слухи, мне кажется, были все-таки оправданы. Ну, почему бы и нет. Там Роман Бояринцев уже играет, вернулся, пусть и Перевозчиков. Причем Бояринцев и Перевозчиков вот в 2001 году пришли вместе в «Строитель». Вот этот сезон был. Вот воссоединяться, связочка. Они тогда были, правда, молодые совсем, да? 2001 год и 18 есть такая разница в 17 лет. Вот, ну, здесь потихонечку игра. Здесь довольно, мне кажется, грубое нарушение правил, да, и Липин у нас оказался. Григорий Липин, по-моему, да? 24 номер. Упал, знаете, как Неймар показалось, да, то есть упал даже немножко переигранно, но реально было больно. Вот мы видим сейчас, да, что реально задели клюшкой по ноге, и это довольно болезненно, неприятно, и желаем, чтобы обошлось без травм, конечно. Да, неожиданно. Вот, ну, только хотел сказать, что у нас все к перерыву близится, да, вот такой вот момент. Но в перерыве болельщиков, которые пришли на стадион, Евгений Люхин, да, получил 10 минут за этот удар, ждут конкурсы, которые не дадут замерзнуть, и призы от партнеров Сыктывкарского «Строителя». Победители получат сертификат и бонусную карту от компании МКРЕП. МКРЕП — это у нас надежный помощник строителя. Сертификат от автошколы «Вираж», с которой каждый научится легко проходить любые виражи на своем авто. И приз от официального дилера «Шкода» в коме автосалона «Квета Авто». Ну и в конце сезона, как мы и говорили, каждый из болельщиков может выиграть крутые суперпризы. Помимо центнера бензина, это фирменный велосипед марки «Шкода» от салона «Квета Авто». Ну и набор инструментов от сети магазинов МКРЕП. Вот такие вот призы. Ходите на хоккей, а не сидите дома. Да, ну, немного кто из клубов может похвастаться такой вот программой для болельщиков, да, ну, по крайней мере. Ну вот и при этом у нас болельщики, как вы видите, Александр, в социальных сетях продолжают где-то критиковать, желать чего-то большего. Ну, некоторые, конечно, замечания довольно, если честно, абсурдные, но некоторые действительно носят разумное зерно. Вот, например, по поводу горячего питья, да, чая. Но, к сожалению, нужно понимать, сейчас давайте посмотрим эту атаку, здесь от ворот. Нужно понимать, что мы играем, ну, это стадион не «Строителя», да, то есть это не наш лед, не наша площадка. «Строитель» здесь также выступает арендатором. Ну, какие-то поблажки «Строитель» имеет? Ну, это я не могу вам говорить, честно, сам не вникал в этот вопрос. Я к тому, что стадион принадлежит спортивной школе Олимпийского резерва номер 1. И, соответственно, любая торговля, любые, скажем тогда, мероприятия, это все в юрисдикции непосредственно с ШОР. Ну, тем более я говорю про торговлю, да. Максим Зубарев прекрасно... Ну, там никого мог не бы. было, да, понимаете. То есть продажа это только с разрешения из ШОРа. А вот и нарушение Максим Зубарев все-таки, да. В общем, подытожим. Наиграл. Подытожим. А разрешение с ШОР это тоже, в общем, не просто подпись. Там им тоже нужно процедуру согласования проходить. Да, Максим Зубарев у нас сейчас на льду. Как бы эта игра не перешла, вот знаете, удар за удар, око за око. Вот, надеюсь, что это не месть за Липина. Ну, к сожалению, Григория. Удаления не было никакого. Ну, кстати, тут по-моему... Да не, ну довольно грубо встречал. Прямой такой грубости, как конечно. Как это грубо? Как вообще? Не было, конечно, злого умысла, да, как у некоторых игроков Зоркова. Но все же. Ну, это, может быть, показалось по первому повтору, может быть, если он был чуть замедленный, и с другой стороны, была бы совершенно другая оценка ситуации.
Тем не менее, игра там продолжилась, мяч же остался у Зоркова, не было никакого стандарта, действительно. Так что довольно судья, видимо, рассудил, что обычный игровой эпизод. Ну, в общем, нет оснований ему не доверять. Ну, грядет все-таки перерыв, и начало второго тайма будет очень непростым для нас. Очень непростым, мы с трудом, частенько с трудом втягиваемся во второй тайм, а ведь это первый в сезоне, первый тайм, который мы не проигрываем. Вот это уже точно. Да, возможно, и лидером идем к перерыву. Но если Артем вот эту Лихачев... атаку завершить, Но! есть на дальний. Как же мяч не залетел? Вот это там никого вопрос. не было на дальней. Там еще при этом, вы видели, кто-то из хоккеистов упал. Но А в падении, по-моему, без он чужой умудрился нанести бросок, но вот... Ну, это значит, это не Овечкин. Да, Овечкин все-таки. Овечкин в падении бы забил, мне кажется. Даже играя в хоккей с Знаменитая эта мячом. шайба, Да, да. конечно, за ней речь. Ну вот, здесь все-таки хоккей с мячом, и у нас, к сожалению, не Овечкин. И левого круга сбрасывания у нас тоже нет. Хотя некоторые дизайнеры, да, умудряются на проект хоккейных стадионов. Там и ворота обычные хоккейные. Да, это да, тоже дает возможность судья продолжить игру. Ну, у нас вон 10 секунд осталось. Несадыков. И вот сейчас в угловой, как раз угловой он и вот зарабатывает. угловой. Прекрасно. Вот есть возможность. Ну, точно мы не уйдем проигрывая, да. Ну, сейчас есть возможность попытаться уйти лидерами. 1-1. Последний угловой в первом тайме. Значит, почти как Губерниев получилось, да? Напряженная борьба. Плечо в плечо. Ну, конечно, пока такого напряжения не чувствуется. Капитан будет подавать. Сергей Шибонкин. Максим Немцев пробил. Очень близко, как показалось, но мимо. Мяч испарился, по-моему. Такое да, ощущение. 1-1. Первый тайм завершился. Сыктывкарский встречи Уральский Трубник. Ну, в общем, довольно интересный результат. Почти что, наверное, даже равная действительно игра. У обеих команд были опасные моменты. Никто на победу все-таки не наиграл. Да, и все-таки таких определенных намерений не было, по-моему, ни у одной из команд. Пока только, что. Да, не намерений, только желание. Ну а мы желаем, чтобы вы продолжали быть с нами. Вернемся через почти 20 минут. До встречи. Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКРЕП. Надежная опора строителя.
какую кричалку? Как вы поддерживаете строителей? Какие знаете кричалки? Просто строитель не кричит? О, а ты что говорите, Максима, смешно? Почему так люди просто за кричалку? Когда вы вспомните, сколько кричалку, там вы знаете, смотрите, какая кричалка, мы живем в первом зале, и команда одна, только строитель вы с ним на себя. Тоже выше, да? О, вам сказать, друзья, смотрите, что они слышите. Мужчины, наши. Вот, смотрите, девушка, я грубый голос. Это смотри, раз, два, три. Смотрите. Смотри, еще раз. Раз, два, три. Вот, как видно. Ну, опять видно. Итак, друзья, смотрите, у нас небольшие конкурсы такие. Очень простые. Мне нужно буквально двое мужчин, которые уже давно ходят на матчи. Есть такие? Вот кто впервые на матч сегодня? Так, давайте посмотрим. А кто уже больше 2 раз на матче? Кто ходит в течение всего года? Так, вот я вижу мужчина в очках, он смотрит. Что у вас сидит? Да нет, никто не видит. Да, работа инструментов, скорее всего. Так, можете быть видны, да? Несложный вопрос, на самом деле. Вопросы будут про какие? Я даже дам вариант ответа. Вот. Поэтому вы хотите, да? Не стесняйся. Да, молодец, скажите. Вот, значит, конкуренты, смотрите, как вас зовут? Нет, ну, вы не смотрите, вы смотрите, остальные. А вы что смотрите, это не нравится. Так, конкуренты. Вот это давно, это красный. А это не знакомится? Как вас зовут? Татьяна, вы как зовут? Я там видела, не помню. Давайте говорите, вот когда вы тоже встали, у меня для вас небольшой конкурс, очень легкий. Евгений, вы там выходит, вот смотрите, друзья, все очень просто. У меня есть викторина. Кто может задавать балл, того я говорю, что как мы наберем инструмент. Я думаю, здесь не будет, я не знаю. Так, если вы подсказываете, смотрите, итак, друзья, количество можете подсказывать. Итак, вопрос первый. Название страны, который внесен в статус розового хоккея на льду. Есть варианты, как я это буду. Друзья, кто знает, где возьмут хоккей? Ага, все вопрос. Сейчас я дам вариант ответа, кто из вас первый, да? Итак, Англия, Канада, Россия, Франция. Так, а тут видите, смотрите, уже 1 балл. Это будет правильный ответ Канада. Так, берем очень остается. Итак, из какого материала готовится сегодня хоккейный шарик? Евгений, вы что, уступаете дальше? Евгений, давайте сюда, Татьяна, да, у нас есть. Так, мы дали это дерево. А вот здесь вопрос, между прочим, такой нет. Хоккейная экипировка. Есть какой один спорт? Татьяна и Евгений пытаются выбрать. Откуда тут экипировка была у хоккеистов? Вот здесь 4 варианта ответа. Бейсбол, плавка, английский футбол и регби. Татьяна? Так, Евгений? Не гадали, это на самом деле бейсбол. Вы видите, какие они большие машины экипировки? Ну, не надо смотреть. Вот. Итак, друзья, смотрите, и последний, давайте финальный, ну что вы дальше с Евгением? Евгений, я надеюсь, мы с вами выходим вопросом, сколько быстро хоккейный матч. Подождите, Евгений, ваш ответ. 45. Так. А вот никто не выдал. Вообще, стандартный хоккей, это 60 минут. Мы сейчас на стандартном говорим. Поэтому, друзья, Татьяна у нас побеждает. Поэтому заходим в хоккей, вот я делать не можете, если это не сертификатом. Поэтому заходим, садитесь на трибуну вместе.
Приходите на матчи Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом и болейте вместе с нами за хоккейный клуб «Строитель». МКреп. Надежная опора строителя. Так, дорогие друзья, возвращаемся с Сыктывкара, где у нас все готово к началу второго тайма матча Сыктывкарский Строитель, Первоуральский, Уральский Трубник. Ну и готовы ваши комментаторы. Да, Александр Лёлько. Да, и Алексей Карпов. Ну, хочется, главное, верить, что готов Сыктывкарский Строитель, да, то есть мы помним, как довольно неудачно порой складывается дебют второй половины игры для подопечных Павла Франца. Да. Вот они даже вот вышли раньше из раздевалки, видим, уже на льду сыктывкарцы, а вот первоуральцы только сейчас из гостевой раздевалочки выходят, дают краба детям. Ах, дети, ах, иуды. Я в свое время тоже брал автографы, у меня были автографы и Павла Рязанцева, игравшего за Трубник, блестяще тогда в свое время, и одного из легионеров, не помню, Спонберг, по-моему, его фамилия была. Очень интересная была в свое время команда, которая нас громила. Коллекция не сохранилась? Коллекция сохранилась у меня, да, у меня есть автографы и Сергея Обухова, и Михаила Свешникова есть автографы, и, ну, и многих других, конечно, хоккеистов. В Зорком тогда много играло иностранцев. В общем, свой музей можете создать, Александр, в будущем. Да, в принципе, можно. Музей автографов. Но команды уже на льду. Напоминаем, да, вдруг кто-то только сейчас подключается к нашей трансляции, ожидает где-то увидеть там счет там 5-0 в пользу гостей. Но нет, у нас сегодня 1-1 после первого тайма. В связи с этим ждем интересную, упорную, яркую борьбу. И прочие штампы, клише и другие такие интересные, обычные слова ждем. Вот. Сейчас, секундочку. Вот, показывают нам болельщиков. Да, на сайте Росбендит 350. А я сейчас уже посмотрел по социальным сетям, считается, ну, такое мнение, что если 350, то это худший итог матча, да, то есть для того, что на игру пришло 350 человек. Ну, на самом деле, да. Обычно в обычно на сайте Федерации все приукрашивают, да. Допустим, когда матч был, Динамо Московская принимала Красногорский Зоркий,
там было написано, что зрителей присутствует 1400 человек, хотя вот визуально, ну, человек 200-150. Ну, вот здесь вот визуально, мне кажется, нет превышения. Ну, да, наверное. Где-то так, наверное, Может быть, оно и есть. 250, не 350, да. В общем, действительно, это немножечко печально. Ну, по крайней мере, эти 350 сыктывкарцев, ну, можно назвать будет фильм такой, да, 350 сыктывкарцев, может 300, да, что 300, конечно. Да. Вот, стали свидетелями того, что Строитель не проиграл первый тайм. Можно просто перед матчем приглашать зрителей, говорить, вы не хотите сняться в фильме 300 сыктывкарцев? Заметьте вот эту технику, да, как Бабашкин, судья по мячу ногой элегантно. Ну, мини-футбол. Нелегантно получилось вот сейчас ну и сыграть Максим вратарю Шакиров, нашему. конечно, пытался вытащить мяч, не пустить его на угловой, но тяжело, наверное, все-таки сложиться в обмундировании таком, в амуниции. Да? Ну да. А вот стандарт это, конечно, опасно в исполнении гостей. Они, по-моему, в прошлом сезоне здесь в Сыктывкаре-то 2 или 3 из 4-то забили именно со стандартов. Да, по-моему, с игры вообще 1 гол ими был забит. Это о том и речь. Как бы и здесь забивает вот. Первоуральск 1-2. 2 гола и 2 с угловых мы пропускаем. Вот о том и речь идет. То есть, как бы стандарты хороши у гостей, но что еще? Вот кажется, так просто, да? Вот просто забей свои стандарты, и все, ты сделал результат, по сути. Забей Строитель перед перерывом свой стандарт. Уже... Нет, забей просто Денис Садаков. Выход, да, 2-0 получай, но нет. Подарки нам не нужны. Но тем не менее, в общем, ничего не решено. Андрей Орлов отличился, 44 номер, защитник у нас тоже есть 44 номер, тоже защитник. И тоже, в общем, умеющий пробить после угловых. Ждем его, наверное, ответа. Ну, для начала, но конечно... немцев тоже Орлов ведь. У немцев же на флаге Германии орел. Это такой тонкий юмор, Александр. Вы там осторожнее. Не все заканчивали консерватории, как вы. Так что наш Орлов пока не отличился сегодня. Ну, и опять вот быстрый мяч. Проблема для Сыктывкарского клуба. С опасением мы относились к дебюту второй половины игры. Опасения эти подтвердились. Ну а Трубник вот пока... Редкий переход в атаку нашей команды. Можно отметить. Редкий, да, и угловой. Не редкий, Саш. Ну, редкий для чемпионата, не редкий для этой игры. В этой игре они... Команды-то в принципе в основном в центре поля двигаются, да? Не могу сказать, что там теперь нам надо зажал. Забивать. В любом случае. Надо, конечно, надо. Нужно набирать хотя бы... Тут уже удерживать нечего, по сути, да? Да, надо хотя бы ничеечку. А вот стандарт есть. И пас есть. И удар есть, поверьте. Гол! И гол! И гол ура! есть! Вы ура! что? Забили! Да! Заколупали! Такие чудеса в решете между ног вратаря, походу, мяч залетел, да? Никто и мяч-то не нашел, Я вот сейчас не помню, куда он, не видел толком, куда он залетел. Вот вратарь его, по-моему, доставал где-то вот между щитков своих. Ну, давайте посмотрим. Он его потерял из виду. Такое чувство, что отразил, но здесь, конечно, с этого повтора мы вряд ли поймем. А вообще мяча не видно было. Вообще не видно. Я его тоже не вижу, поверьте. Может он... Давайте вот с этого повтора будет лучше. Мяча нет, но гол, говорят, был. Поэтому 2-2. Да, где мяч? Знаете... Мяча нет, но гол был. В этом Алексей Башарынов, поздравляем Алексея. Как в мультфильме «Шайбу-шайбу», да, помнишь, там советский мультик, где отвлекли вратаря и шайбы нарисовали краской на льду. Вот здесь когда они уже собрались брать, то... Да. Вот здесь, мне кажется... Отменили. Лайфхак от Строителя был. Ну, в хоккее шайбы бывали, конечно, невероятные случаи, когда шайба попадала в штаны голкипера, и он со штанами заползал за линию, сам того не зная, что шайба находится у него. Здесь тоже мы видели в некоторых матчах, где мячи застревали там в щитках, И в хоккей с мячом бывает? Так вот, мы здесь буквально, по-моему, с Енисеем как раз таки. Это все-таки не с вами комментировали, так, по-моему. Ага, ну с Енисеем я был, да. Значит, опять с Байкалом уже.
Вот, и прямо вот в щитке мяч оставался. Как раз у Максима Шакирова. Там его потерял его из виду, думал, где мяч? Ну, в щитке. Ну, очередной Еще угловой. угловой Строитель. Ну, давайте, мы, в принципе, готовы. Больше угловых надо просто, больше угловых сегодня. Есть. Ну, Нет до удара не удара, дошло. нету, да. Здесь как-то даже, мне кажется, чуть перемудрили. Пытаются что-то действительно придумать по изощрению, да. Видите? Ну и выходит боком, как правило. Да, такое. но вот мяч все равно у Строителя остался. 2-2, ну, в общем, интересно. С каждой минутой все становится все. Да, ну и можно сказать, что сегодня все решают стандарты. Наверное, и итоговый гол. Еще есть момент, и здесь уже Прохоров на месте. Наш мяч, Владимир Власюк. Ну вот не так цепко действовал наш игрок. И Дмитрий Но, Черных. тем не менее... Вот, кстати, вот Дмитрий Черных или Черных? Вот. Я вот знаю оба варианта произношения фамилии этой, и поэтому тут задумался, кстати. Вот есть Черных, да? Роман Черных. А тут, наверное... Наверное, Черных, да, все-таки. Давайте будем его Черных называть. Да. Или Роман Черных, я уже сам... Я вот сейчас с вами... Я пока, знаете, пребываю в небольшом удивлении от того, что Строитель забил с углового. Мне кажется, более удивлен только вот Артем Прохоров, да, который вообще не мог понять, как там мяч оказался за его спиной. Ну, будем надеяться, что наша команда его не раз еще удивит сегодня. Да, да. Ну, и ударами в девятку не берущимися, и ударами между щитков неоднократными. Смотрел сегодня, знаете, в одной из групп социальных сетей, да, по прогнозам на сегодняшнюю игру, вот, рекомендовали взять посетителям группы на Строитель фору +3. Ну да, это читаемо в принципе. Вот, там, в принципе, по-моему, неплохой коэффициент был, ну, не то чтобы прям там за 2, да, где-то 1,6, 1,8, я вот ну, отлично. Ну, бегло достаточно смотрел. Предсказуемо, потому что... Да, ну, вот И в том по году... этой игре пока коэффициент заходит, да, +3. Ну, нравится Здесь желание наших игроков, по крайней вот, мере... Меня очень смущает вот это падение. Поднимается игрок стоит. Начало получаться у нас впереди. И остановка. Все-таки остановка требуется. Это не Максим или Зубарев там все-таки. Не знаю, сегодня ему доставалось уже. Уже Да, в и первом похоже, тайме. что, да, троечка на спине Да, видна. Зубарев. Нет, 93-й, Садаков. Денис Садаков, да. Ну, ему тоже, знаете, достается в этом чемпионате. Да, и от болельщиков, думаю, за нереализованный выход 1 на 1 тоже достанется. Ну, Денис все-таки прошлый сезон провел больше в полузащите, атакующим полузащитником. В нападение переходил. Ну, понятно, что и нападающим играл, но все-таки не профильная его позиция была. Ну да. По тому сезону. И вот в этом срочно переделываться, переквалифицироваться в нападающего, от которого зависит многое, скажем так, да, это довольно тяжело дается. Ивана Кораблина мы случаем не переведем в нападение в ближайшее время. Ну, Потому что все-таки в высшей лиге он разыгрался ого-го. ну, знаете, в высшей лиге Михаил Слитков Юрий забивал там. Маринов, да. Конечно. Топы высшей лиги были, но, к просто сожалению. звери для высшей лиги, а в Суперлиге мы понимаем и видим, что не уровень, не тянут они. И, к сожалению, пришлось расстаться и с Слитком в этом сезоне, как вы знаете, по ходу уже чемпионата, по ходу подготовки к чемпионату. Да, ну сейчас он готовится к выступлению за Саяны. Сейчас как раз Саяны, откуда мы, по-моему, Башарымова забрали, да? Башарымов, да, он выступал сезон за Саяны, ну так, он вообще воспитанник Кемеровского хоккей с мячом. Здесь прострел на пятачок. Здесь Да, ну тут все в порядке. под контролем, да. То есть обменялись нападающими, можно сказать. Ну да. Ну, я не думаю, что Саянов почувствует разницу. Мне кажется, что Селедков и является главным, наверное, претендентом на титул топ-скорера, бомбардира Ну, он высшей как лиги. рыба в воде, в общем-то, в высшей лиге всегда Конечно, себя конечно. чувствовал, выступая за вымпел, прежде всего. Ну и про Юрия Маринова вы, конечно, тоже сказали.
Да, но он, Тоже по-моему, за с- Никельщик сейчас. Ну, по крайней мере, прошлый сезон он выступал за Никельщик. Ну, я к тому, что тоже действительно аналогичная судьба, по сути. Ну, конечно, Маринов на Суперлиге не играл так вот, как Селедков, да, не выигрывал титулы, тот же Кубок страны. Но он поиграл один, по-моему, сезон за Зазор. один из... Ой, Ай, как ой, неприятно. ой, 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 ой. 80 какой-то там номер забил нам, по-моему. 56-я минута, 2-3. То есть 27-го номера Дмитрия Сидорова поднимают арбитры, а у Да, нас Воронковский, похоже. мяч в воротах Строителя был. Давайте посмотрим с повтором. Здесь упускаю, здесь К столкновение. сожалению, да, Артем Лихачев Здесь не даже дотянулся. в этом столкновении даже больше пострадал не хоккеист Трубника, да, а вот, понимаете, три игрока Строителя оказались вне игры в этом эпизоде. Да, тут Вне- череда каких-то неудачных действий. Вне да, игры, ну, в смысле, извините, выключенными из игры, в этом понятии, конечно же. Вот, естественно, никто не помешал Воронковскому пробить. Ну, там дистанция была... Для игрока Суперлиги дистанция, в общем, расстрельная. да, в противоход вратарю. Опять же. Вот снова Строители в роли догоняющих. В прошлый раз потребовалось там буквально 3-4 минуты, чтобы вернуть ничейный счет на табло. Посмотрим, что будет в этом поединке. Да, ну голы еще будут, я уверен. Я думаю, что наша команда сегодня раз-другой отличится. Ну, наш-то может быть. Главное, чтобы Трубник не отличился еще раз-другой. Здесь борьба в центре поля. Здесь крайней Власюк мере, был с мячом. Нет, остается. видно желание, Кстати, и это здесь удаление. нарушение, нет? Все-таки здесь раздается столько арбитра. По-моему, это удаление. Ну, по-моему, тоже. Знаете, это какой-то на бедро практически был принят. По-моему, если тоже Власюк. Да? Нет, не Нет? думаю. Нет, не Власюк. Власюк у нас в кадре. Это Лихачев. Артем Да, по-моему, Лихачев. Артем. Вот, ну вообще это действительно удаление. Ну, что удаление, если не это? И в первом тайме мы увидели такое достаточно жесткое столкновение, когда судья, в принципе, никак не отреагировал на действия Я вот не игрока из понимаю, да, Первоуральска. с чем недоволен хоккеист Первоуральска. Нет, все-таки он судья что-то... нет, он главному тренеру нашей команды высказывает. Ну, видимо, Павел Яковлевич как бы сдерживая все свои мысли, которые у него сейчас промелькнули в голове, пытался корректно донести до арбитра его неправоту. Потому что удаления, я так понял, все же нет. И здесь еще один. Но фол. здесь все-таки он свистит Здесь стандарт довольно Да, ну, опасно. без удалений. Но опять, я не могу понять, с чем спорят хоккеисты Трубника. Нет, все-таки вот Багаев Денис все-таки был удален. Прекрасно, да, это заслуженно было. Хорошо, берем свои слова назад. Но, нет, все-таки там был Угловой. Строителя. Нет, Здесь от не ворот, попал, здесь да, просто, прямой да? удар был, в ворот пролетел мяч. Ну, здесь довольно минутка активности от Строителя была. Заработали два нарушения правил. Заработали, на самом деле, как по мне, был довольно опасный, потенциально опасный стандарт. Другое дело, как его разыграли. Это уже не к нам вопросы. Ну, скорее всего, усложнили себе просто. Да, да, мне кажется, что не нужно изобретать там велосипед, розыгрыш с ударом. В общем, самая простая и эффективная комбинация, ну, во все времена. Ну, за исключением обычного удара. Это, мне кажется, уже... Максим Зубарев, по-моему, да? 23-й да, номер. Да. И здесь сбивает еще раз. Да ну, когда это Да, по рукам. прекратится-то? Ну, это удаление тоже должно быть. Ребят, ну, вы же вроде в хоккей пришли играть. Если вы там хотите подраться... Ну, по-моему, поехал игрок, там должно быть. Да нет, все равно. Или не поехал. Три нарушения подряд. Даже паузы толком нет. Трубник просто поплыл. Ну, Что да не, сказать? ну, Просто хотелось бы, поплыл. конечно, чтобы он поплыл. Хотелось бы, чтобы он еще уплыл отсюда куда-нибудь подальше. Ну, опять... По такой вот грубоватой игре. Ни в коем Так, случае. заигрался это... Да, нарушение. Здесь нарушение к уже со сожалению. стороны Строителя, конечно.
неприятно все равно видеть такую, ну, не грубость, наверное, да, все-таки не было чего-то жесткого, за исключением первого эпизода. Вот, но все равно как-то мы хотим хоккей смотреть, а не вот эти тычки, толчки, удары по рукам, по ногам. Ну, этого и Бейте поворотом. не в хоккей с мячом много где Ну, это можно да. найти, поэтому... Ну, в гольфе, наверное, нельзя такое найти. В шахматах, ну, хотя там тоже можно по ногам. Да и Доской, по рукам, да, конем. конем. Тем не менее. Ну, это, конечно, тоже не абы какие-то эстеты, да, хоккей с мячом. Мы очень любим игру смотреть, а не за нарушение правил. Максим Зубарев. Зубареву на надо фланг, брать на себя да. игру, он это делает и зарабатывает. Нет, не зарабатывает. Ну, этот ворот показывает судья. Здесь уже болельщики не согласны с арбитром. Ну да, вот такое вот недомашнее судейство. Да ладно. Я думаю, что строители, там, Родина, может, Волга, Ой-ой-ой! Мурман, вот эти 4 команды, которые могут не рассчитывать на домашнее судейство. Да. Ну, заметьте, какой сейчас был момент у Трубника. Да, но это такой случайно сложившийся, мне кажется, все-таки. Ну, повезло, что, во-первых, и нападающий все-таки не ожидал передачи, и передача не совсем точна оказалась. Да, ну, здесь с вами не поспорить. У нас чуть меньше получаса игры осталось. Игра потихонечку набирает обороты. Ну да, мы это в принципе, видим, она скорости смотрится. добавилось. Первый тайм, в принципе, можно было засыпать. А вот здесь угловой, да? Да, похоже, угловой. Здесь действительно. угловой. И вот он, еще один шанс для строителя. Почему бы и нет? Трубник забивает только с угловых. Нам бы, в принципе, тоже не помешало. Они со штрафного ли забил Трубник первый мяч? Вот я не помню. Нет, по-моему, тоже с углового. Ну, да, ну да. А если у нас уже так это в памяти уже отлегло, у нас память Ну, дырявая. стандарт вообще какой-то, да, был. Да нет, с углового. Нет, здесь Успели, мяч по-моему, вылетает защитники. и остается у строителя. Никита Свиридов А вот заброс! в штрафную и Гол! есть! Гол! Да, Алексей Башарымов Вот забивает он. мяч 3-3. Есть 3-3. Вот она интрига. Да. Интрижище. Подвезли голы. Знаете, поорали, и дальше спокойно об игре. Продолжаем наш репортаж. Счет 3-3. Значит, Сыктывкаре. снег. Вечер. Снег. Вечереет. Да, Алексей Да, Башарымов. дубль Башарымова. Вот так вот. Разыгрался наш Видели ли новичок. в том году мы дубль от Селедкова? По-моему, видели. Видели дубль. Причем ворота с Байкала или с Сельмаша, не помню. Кого-то. Байкала. Да, в конце сезона как раз было. Да. Ну, смотрите, Алексей Башарымов просто не сдерживает радость. Остался на дальней штанге, Селедков подкараулили. один мяч забил и Байкалу, я помню. Ну, один, правда. Ну, Да. это его любимая команда. По Ну, всем за них показателям, да, я о том и говорю. Так, здесь... А вот за это удаление, возможно, будет. Да, здесь, конечно, за это удаление. Здесь бесспорно, на самом деле. Вот сейчас вопрос, в равных ли будем составах играть? Потому что один ли игрок был удален? Мне кажется, у был Трубника? один. Значит, мы в меньшинстве будем. Те, у кого рядом интернет, они могут техонлайн посмотреть. Но, Денис видите, Садаков удален. Пустеет скамейка у Трубника, значит, мы в меньшинстве остаемся. Денис, наверное, не очень доволен тем, что произошло. Ну да. Нарушение правил было. Что скрывать, да? как бы. Объективно, фол на синюю карточку. Фол на 10 минут. Да. Не поспорить. Здесь такой прострел мощный в штрафную площадь строителя и от ворот. Нет, Ну, удачный был у нас прострел, да, согласитесь? Строителя. Удачно для нас все сложилось. Хорошо, да. То есть вот за атаку до этого аналогичная ситуация, по сути. Даже не прострел, заброс Да, такой у был. Трубника не получилось ничего, у нас получилось. Тоже приятно. Ну, за подножку, говорят, удален. Ну, там, говорю, там действительно даже без повтора такое сложилось Да. мнение, что довольно жестко встретил Денис. Ай-яй-яй-яй. Нельзя доводить это
Дело до удара. Не хватает, знаете, да, камеры сверху еще. Сверху, снизу, Снизу, из-подо льда. И это, из-за А вот и ворот. выход, возможно. Нет, тут вратарь Так камеру первый на месте, ну и... перевели, что показалось, что где-то он с краю сейчас прорвется вдруг. Не, там Никита Свиридов не совсем Усейн Болт, да и Усейн Болт, знаете, тоже еще вопрос, как на коньках катается. По внешней стороне круга. Так Да. вот его. Еще одно. По-моему, вообще столкновение. игрока Здесь уже- Трубника удалять. Он в Ну, падении вот я и говорю, зацепил здесь нашего. уже это уже Багаев, Денис Багаев должен. в Ну принципе. нет, судья говорит, все в порядке, ребят. Ну тут Ну, вообще. конечно, в принципе, можно бить только игроков в синей форме. Ну нет, ну, здесь, кстати, реально без удаления. Ну да, нормально. всё. Чисто игровой эпизод. Просто неприятно, что Да, Никите Сферидову досталось, но упал игрок Трубника и не хотел. да, Никакого. без злого умысла это все Конечно, было. конечно. Так что здесь вопросов не может быть, все грамотно рассудил арбитр. Ну, клюшку поменяет Никите поменяли. Сферидову. Так что здесь все по делу. Без вопросов. А заметили, да, то есть стали мы потихоньку искать изъяны в работе арбитров. Где-то видеть... Само собой. Знаете, когда твоя команда выигрывает, да, то есть, ну нет такого, из такого. То есть, выигрываем и хорошо. А вот когда уже и в роли догоняющих... Ну сам побывал. запутался, ну. Артем Зимин, по-моему, это был. Кстати, у нас Зимин, Башарым, да, новички команды отличились сегодня. То есть, и к вопросу, опять же, ну, о селекции, да, то есть, понятно, что Иванов у нас уехал как списанные кадры, но вот Башарымов, Зимин себя потихонечку начинают проявлять. И хорошо, что они проявляют себя именно в таких матчах, да, то есть, если там Башарымов, Зимин сбивали бы там по своей мячи ворот СКА, но я думаю, что на результате это не сильно бы сказалось. Ну да, было бы там 2-8. Да. Ну, Поляк же говорил, да, отсутствие Пенлендера, ну, проиграли бы 5-8 СКА, да, ну, что поделать. Для болельщиков поражение, оно всегда есть поражение. Ну, конечно, 5-8 СКА это было бы приятнее, чуть-чуть по игре. Но, тем не менее, то есть, хорошо, что забиваем сейчас, хорошо, что моменты свои пока, тьфу-тьфу-тьфу, практически все реализуем. Ну, и, в принципе, но, с другой стороны, Трубник тоже все свои моменты реализует. Это... Да, но Трубник тоже начинает все-таки по-другому играть. Ну, игра действительно смотрится, она стала ярче по сравнению с первым таймом. Ну, игра, конечно, по Но все равно... рисунку напоминает прошлогоднюю. Да. Ты знаете, как бы непонятно, куда качнутся эти чаши весов. В прошлом году они качнулись в сторону Первоуральска. Ну, весы изменчивый знак зодиака. Может качнуться и в нашу сторону сегодня. Давайте Наблюдать. поможем. Да. Понятное дело, что нас с вами могут кто-нибудь обвинить в предвзятости, то, что мы комментируем в одну сторону, переживаем только за Строитель, но что не так. Хотя вроде федерация по поводу судей-информаторов. Ну, по судьям информаторов, да. информация, да? Ну, судья-информатор — это судья на стадионе. Ну, мы с вами здесь сидим в кабиночке, смотрим хоккей с мячом. Нам, наверное, можно пока что. Пока до нас не добрались Ну, ладно. с вами. Нас это не касалось. Здесь мяч пока, да. остается, знаете, с полулета клюшечкой пытался пробить хоккей с Трубника, по мячу не попал, но мяч остается у Главное гостей. не доводить до углового. Да, давай здесь уже Как прыгает, как изо всех Да, сил. И все равно. Да, прекрасно. Все равно мяч доходил до штрафной. Ну, его прям намерение было четко. Да, конечно. Ясно. Угловой. Так я там и говорил в первом тайме, не надо искать там какие-то там изощренных передач в центр штрафной, где практически наверняка либо защитник, Ну, либо проще никого лучше, нету. конечно. Да. В Заработай нашем случае это угловой, точно. да. так. Ну, тут просто уйдет. Нет, я к тому, что сколько не смотришь трансляцию, ну, в принципе, во всех городах такая история. Да? То есть есть комментаторы, они переживают за свою команду. Но тем более, когда игра равная. Все одно дело это кричать «Встретить вперед», когда ты там летишь 1-8, а другое, когда вот сейчас на табло 3-3. Да. Вот «Строитель вперед».
Вроде такая малость нужна, да? По сути. Да, так ну вот один мяч и ворота гостей. были. Немного везения еще, да? Да, ну, к чести Трубника довольно умело обороняется гости. В общем, было бы странно видеть обратную ситуацию. Контратакует сейчас вот по правому флангу. Развивается атака. Ну, в принципе, Да, Владимир Власюк. защита плотненько отработала. Власюк со Да, Свиридовым молодцы. здесь не пустили. Концентрацию нужно сохранять до последних секунд А матча. здесь уже Трубник включается в центре поля, отбирает мяч и сохраняет его у себя здесь. Да, и вратарь уже торопится. Ну, осталось сыграть 20 минут. Да, хоккей с мячом это огромное количество времени, конечно, но... Ну, и, знаете, мне тоже вряд ли... Когда 20 минут остается, это огромное количество Но времени. в таком Когда- матче и один гол-то может Да, всего да, лишь. да. Когда В чем 10, дело? это тоже огромное. Но когда 5, и ты там, допустим, 3-3 играешь, и тебе надо выигрывать, то это уже 5, это уже паника, это уже... А вот просто смотрите, игрок забеги нашей команды вперед. Здесь, находится на льду. а, 83-й номер. 83-й? Это Филатов. Сергей Филатов, да. Сейчас вижу, что Сергей Филатов. Досталось нашему игроку обороны. Ну, и на самом деле в других видах спорта аналогичная ситуация. То есть, как бы, не только хоккей с мячом этим известен, да, что домашние трансляции, домашние комментаторы переживают за домашних команд. Вот сколько смотрел и мини-футбольные, и баскетбольные. Это да. Так что мы еще, по крайней мере, стараемся быть более-менее объективными в игровых эпизодах, а не кричать: арбитр почему-то не поставил 10-12 метровых ворота гостей. Но гости зато сейчас обосновались. Здесь офсайд был. Такая... Нет, судья говорит, что можно играть. Мне кажется, А вот зря. и мяч в Слава руках Богу. Шакирова. А, кстати, мне показалось даже, что хоккеисты встречи даже на секунду выключились из игры, Мгм. ожидая буквально этого свистка. Довольно неприятная ситуация появилась. Да. Вот Зубарев прошел Вот четверых. Благодаря некоторому везению, конечно, но Пятерых. тем не менее. Неточный совсем пас. Здесь, Ну, поставь, здесь нет. поставь. Да нет, ну вот как раз, да, Но Александр. здесь не было, конечно, не было. Но хотелось. Не, знаете, если это были бы детские соревнования, и было бы надо. И хозяева, если бы горели. Да, мы, наверное, бы с вами... Причем, опять же, неважно, в каком городе и шли бы Абсолютно, соревнования. нет, конечно. Мне очень тоже довольно интересно читать комментарии по поводу арбитров, там, судейства в Сыктывкаре. В Ульяновске, я помню, Да, тоже как бы, такое было. типа, вот судья засудил, там, знаешь, и особенно интересно от кировских болельщиков читать, да. А когда наши команды точно так же ездят в Киров, возвращаются, в общем-то, тоже только не совсем эфирные слова от них по поводу судейства. То есть, ну, это нормально. Ну, конечно, это ненормально. но это Смотрите, привычно. вратарь Да, ну, вступил в игру, защитник. Вообще. Здесь, кстати, если бы чуть-чуть отскок вообще бы посильнее бы ушел, прямо на клюшку хоккеисту строителя бы мяч прилетел. Защитник делал то, что он не должен, в принципе, отдавал передачу своему вратарю, так Под показалось. прессингом. Но он, по-моему, все-таки пытался найти кого-то из других партнеров. Ну да, просто так вот. Не совсем это угодил. у него получилось. Да. И это повезло, что вратарь-то... По мячу попал. Гол! Нет. 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 Здесь А Александр... что, все закричали, и я вслед за ними. Слышу, ну, Вы знаете, на Саша, трибунах. а если все пойдут прыгать с 5-го этажа, тоже пойдете? и в колодец. Да. Да, и в колодец, и еще там куда. Жаль. Не, я с вами согласен, что жаль, но там далеко было от забитого Я помню, мяча. был ролик чемпионат Бразилии какой-то. Вот смотрите, повтор. Да, с внешней Да, стороны да. сетки очень так близко, такой Ну, реалистично визуальный примерно. обман, да. Максим Зубарев. А нет, это Нет. Алексей Не Башарымов. стал бить, есть передача, есть ли пас на дальнюю штангу? Нет. Ай, не хватило. Ну, головой ли? Решительного какого-то действия, но Головой. Это тоже неплохо. Ну, конечно, не гол, не гол, да. но, в принципе, Угол — это гол. без буквы «У». Давайте, ребятки. Времечко Давайте идет. послушаем, как трибуны. Ну, не Энфилд Роу.
конечно. И даже не стадион открытия. Давайте подождем. Да, есть! Дождались, дождались. Вот к чему я призывал. Послушать, как наши трибуны ликуют. Да. 4-3. И это реальная возможность набрать свои первые очки. В этом чемпионате, да. Но, конечно, Трубник команда камбэков, мы уже об этом говорили. 4-3 это для команды из Приуральска вообще Ни о чем. Ни о просто, чем, да. ну. Это Евгений Люхин. Отлично. 4-3, 15 минут. 350 зрителей ликуют. Ну, мы договорились с вами на счете 300, да? 300 Не сыктывкарцев. спасает Артем Прохоров. Вот, ну, пока... Ну, давайте еще раз повторю. Кстати, вратарь был близок. Вратарь был близок, но и было близко очень лицо игрока Первоуральска. Да-да-да. Шлем, правда, его, да? Ну, а пока у нас идет в атаку Трубник. Водник Кузбасс. Второй тайм начался 0-0, Александр. Ничего Кстати, себе. вот результативность в этом туре пока что, ну вот в этих матчах, которые сейчас идут, не густо. То есть утренние прошли, там понятно, там накидали, кто хотел. Зоркий Сибсельмаш 1-3 в пользу Новосибирска. Там тоже только второй тайм стартовал. Ну, там достаточно предсказуемо. Ну было, и у нас параллельно идет также второй тайм матча Родина-Волга, там 67-я минута. Там 3-2 по-прежнему, Родина впереди. Родина Ничего тоже себе. идет. Знаете, как бы строительство Родины сейчас замыкает турнирную таблицу у обеих команд. 0 в графе очки. И обе команды сейчас выигрывают. Вот такой. Ну, Родина разница лучше была перед этой Да, встречей на несколько мячей. Я думаю, что здесь многое будет зависеть от точных встреч этих команд и от матчей с Волгой, с Мурманом, очень, наверное, с Зорким. И вот игра показывает сегодняшнее, что и в домашних играх с Трубником. Но с Мурманом мы всегда, как правило, проиграли в гостях. Дома, конечно, есть возможность выиграть, но Ну, такая тенденция, что в гостях мы Мурману уступали не будем всегда. так про гостей и Мурман говорить. Это новый сезон, новые команды. Да, новые команды. И это было давным-давно при царе Горохе. Да. Поэтому это действительно уже прошедшие времена. Мы пока сложно судить и о том, в каком состоянии сейчас Мурман, на самом деле. Смотрите, что Да происходит. не, тут А мяч разве ушел? чуть-чуть ушел, самую малость. Мне тоже показалось, что достает, но вот в самый последний момент предательски так он Вот летел за сейчас линию. бы без удаления обойтись. А мы не в меньшинстве ли забили гол? О, Александр. Вопрос. Вот Тех онлайн вам в помощь. Вот честно. Тех онлайн мы, к сожалению, здесь не можем его посмотреть. Ладно, но это не то меньшинство, при котором Енисей в свое время вырывал в Кубке России победу у Зоркова. У нас, кстати, Кубок России уже совсем скоро. Здесь атака Трубника держится на ногах. Хоккеист еще получает. И... Когда буквально четверо было игроков удаленных у Енисея, и Алмаз Мергаз, ой, не Алмаз, Алан Джусоев тогда забил мяч с углового, и они вырвали победу в том непростом матче, где вели там в 5 мячей. Ну, сейчас хотелось, чтобы мячей пока больше не было в этой игре. Абсолютно. Свободный Вот чего удар не хочется Трубника. сегодня, так это мячей. Да, пусть команда играет дальше, как Кузбасс Водник. Прекрасная игра. Шакиров на линии. Максим Шакиров. Уверен, отбивает мяч. Очередной раз Среагировал. шокировал первоуральцев, да, и А, мы вот, в игре. ну, вот не надо же, как Водник Кузбасс, там гости забили. Вот не надо. Пусть будет просто... А на сайте Федерации случаем счет сегодняшнего матча не изменился? Может, они впереди трансляции лайв идут? Не смотрел. Смотрю приложение одной из букмекерских контор, будем прямо говорить. Вот, там 0-1 уже. Водник проигрывает Кузбассу. Там, конечно, тоже заработающий. Но вот вообще сейчас во всех матчах, которые идут, довольно интересные. То есть и Зоркий с Ипсельмашем, мне кажется, не потерял шансов. Ну и здесь, и Родина, Волга, это вообще отдельная Ой-ой-ой. история. Так неприятно было, в общем-то. Да, но тем не менее, у нас уже чуть больше 10 минут, да, остается. Нервы у нас сейчас на пределе. Но это Здесь- очень нет, на ну, здесь удаление не было будет, похоже. да, не должно быть, по-моему, здесь Хорошо. удаления. Хотя Ну, нарушение, может быть, конечно, судья было. дал продолжить, хотя Да, эпизод нет, здесь был- тоже не было такого движения Ой-ой-ой-ой. умышленного, то есть, чтобы сбивать именно.
Здесь момент... Хочется подержать мяч Да, тут, все-таки, вы да? знаете, вот здесь как бы, ну, здесь, мне кажется, уже выпрашивал игрок Трубника 12-метровый. Вот откровенно выпрашивал, довольно, Ну, пожалуйста. да. Ну, не скажу, что картинно упал, но мне показалось наигранно. Ну, реферюшка. Конечно, был контакт, не поспорить, Мгм. как и здесь был контакт, да. Но видите, что в том эпизоде судья оставил без внимания, что вот этот в центре поля, в общем, дает побороться, дает поиграть. Ну, зрителям, наверное, это нравится. Может быть, хоккеисты не очень в восторге от такой ситуации. Есть атака строителя. Да, проходит прекрасно, он передача. принял. И нет там никого сзади. Здесь, конечно, показывает, что цепляли или били даже по клюшке. Уже, да. Но здесь... Ваюшин оказался? Да, но здесь, похоже. нет, здесь, конечно, такого ничего не дадут. Ну, о чем речь? Тут судья дает бороться, играть командам, и они оправдывают ожидания и наши, и болельщиков, и арбитров. да. Вдвоем выходим в атаку. Да. Ну вот у нас 10-минутка-то уже последняя. Идет. Да. В общем, Нервишки-то. а когда того. да, давненько мы не смотрели такую игру, равную на Сыктывкарском льду. Ну, чтобы вот прям вот... Такой игры и ждут все болельщики. Ну, знаете, чтобы такая игра была, нужно, чтобы у тебя в гостях всегда был там Трубник, Динамо, ну, Казань, да, хотя бы. Нет, чтобы Родина всегда Родина, была во всех матчах. Волга, Мурман, да. Ну, вот Зорки, опять же, говорю. Я думаю, вот это как раз те самые игры, ну, может быть, Старт где-то там, да, независимо от состояния. Вот с этими командами, ну, можно на своем поле побороться. Со Стартом у нас всегда очень было тяжело. Здесь понимаю, 2000-х. но вот мы видим, да, что Старт, не знаю, не то чтобы колбасит, да, то есть, ну, по-разному выступает. Не знаю, ничья Старта и Трубника тоже для меня стала, наверное, небольшим удивлением. Ну да, тем более, что Трубник так быстро оклемался, забив 3 мяча к ряду, да, как я говорил. Конечно. То есть вот эта ничья, она тоже многих удивила. И, Наверное, не только меня. и фактически Трубник, по-моему, отскочил, да, если я не ошибаюсь. Там с пенальти они забили гол и сравняли счет в самой Вот конце. здесь не припоминаю, но просто Старт, который выносит на Кубке мира Енисей. Ну, эта картина, кстати, вот здесь падает опять, сейчас. ну вот я о том и говорю. В общем, Это симуляция. В хоккее шайбы здесь простите, удаляют конечно, просто. нас болельщики Первоуральска, если вы видите здесь грубейшее, жесточайшее нарушение правил, тянущее минимум на красную карточку, да, с дисквалификацией на полгода, и с 12 метром, а лучше с парочкой сразу. Но здесь действительно очень так. Игрок, мне даже кажется, просто перепрыгивал, остался на одной ноге и думаю, дай-ка я упаду. Но у нас не футбол, у вас нет Неймара. В общем-то, о чем речь? Поэтому продолжаем смотреть за хоккеем с мячом, самой честной игрой, да, в мире. Когда-нибудь, может, мы здесь увидим матчи чемпионата мира с вами, Александр. Да. Кто знает, 2021 год запланирован все-таки. Я приеду. Да. Обязательно. Ради такого события. Вот. Посмотрим и за игрой группы А, наверное, и за игрой группы Б все-таки. Может, там времени это действительно останется. Но они же, как правило, в разное время года играют эти Ну группы. да. Ну, что вам мешает 2 раза приехать? И здесь тайм-аут. Ну, мне кажется, что здесь тайм-аут Трубник берет. По логике вещей, да. По идее, да. Все-таки сыктывкарцев. Но в том матче неудачный, в общем-то, получился тайм-аут для нас. Мы сразу следом пропустили с Динамо играя. Ну, с Динамо, да, там многие тоже споры появились, да. При счете 1-1, Нужно- сравняв счет, мы взяли нужно пенальти, ли- тайм-аут. Нужно ли был тайм-аут или не нужный. Ну, здесь, наверное, здесь Трубник его берет, он, конечно, нужен. Да, то есть немного времени остается, как раз то, о чем мы говорили, там 20 минут это вагон времени, 10 это вагон времени, 5 минут, когда тебе нужно забивать, это далеко не вагон, это уже все. Это каждая атака может, грубо говоря, стать последней на самом деле. Поэтому очень такой ответственный момент сейчас в игре и для гостей, и тем более для хозяев. То есть вряд ли Строитель сейчас побежит забивать 5-й мяч. Нужно просто отобороняться эти 6,5 минут. Все-таки у нас все-таки у нас будет добавленное время.
Ну да, если сейчас 5 осталось, то да, ну 6,5 примерно. Ну, я и говорю, вот сейчас как раз команда выходит на лед. И останется 6,5 у них. Ну, мало ли, вот сейчас мы послушали судью информатора, вдруг там что-то поменялось в правилах неожиданно посреди сезона. У нас, в принципе, все возможно в стране, да, в целом. Повезло, Здесь отличный остается, отскок в нашу кстати, пользу. я думаю, Максим Зубарев. Пробил. Ах, Да немножко доби- не хватило Алексея Баширамова для... Кстати, а даже от игрока строителя мяч ушел, заметили? То есть не то, чтобы немножечко не хватило там, может быть, точности не хватило? Нет, даже? удар-то, по-моему, пришелся поворотом. Да. ну Максима Зубарева. Ох, да. То есть от ворот должно быть, вот сейчас нам по-моему, покажут. вратарь парировал сперва. Да нет, по-моему, тоже. Да, Вот он. вратарь, конечно. А, вот дальше мяч скачет, и Алексей на подставил добивании, клюшку уже да, так, улетает очень мимо неудачно. ворот. То, что первый удар Ну, вратарь справился. На это повторе было видно, что вратарю повезло, мяч чуть ли не в голову ему угодил. Ну, скажем так, для болезненных ощущений удар был на неудобной высоте, а вот для того, чтобы он не оказался в воротах, как раз все для вратаря получилось. Там, считайте, выше сантиметров там на 10-15. Да какое там, сантиметров несколько, да, Ну, я 5. говорю, выше бы было бы, и там, наверное, уже и не справился на голкипер. А здесь... Ой, ой-ой-ой. такая- Только до удара не доводить. Вот здесь мы видим в основном только движение Максима Шакирова, он тут какой-то Вспоминаются, джигу танцует, да? как Сергей Хрящев вот в матче против Трубника те 9 лет назад бросался под Ой, Сергей Хрящев, Роман Бояринцев в своем фирменном стиле накрывал. Вот. Ну, здесь, смотрите, Трубник осадил, а площадь строителя. А может взять ответный тайм-аут вот сейчас, после такого? Да нет, перебьется Трубник 2 тайм-аутами, нет. Я думаю, что Ну, просто сбить этот порыв как-нибудь. Ну, конечно, игра обоюдоострая сейчас была эти минуты, но... главное вот без угловых и лишних. Ну, сейчас Максим Наши Шакиров, ворота. мне кажется, все контролировал. На всякий случай прыгнул, убрал руку вовремя, чтобы не коснуться мяча. И вот сейчас. Но вот в хоккей с мячом я не помню, что вратари тянули время так Маленький откровенно, как в футболе. Маленькие хоккейные хитрости. Да. Ну хорошо. В этом матче, вот при таком счете, это Поправили им штангу. Сейчас вот забросик вперед. Там борьбу просто бы за мяч. Если нарушать правила, надо именно вот здесь. Вот сейчас как раз, когда мы говорили, помните, в первом тайме про глупые фолы, да? Вот сейчас фолы на чужой половине, когда соперник разгоняет, вот они сейчас как раз не глупые. Они вполне актуальны. удалений нужно избегать здесь в любом Ну, случае. фолу рознь. Да, одно дело придержать чуть-чуть. Но я думаю, при таком счете Думаете, за любую за ерунду? любую, да, за любой зацеп, я думаю, судья будет наказывать. Ну, вот, Ну, тоже. кроме этого. да. Ну, тут и ничего не было. И сейчас тоже ничего не было, да? Знаете, они просто катались с мячом. Где? Что? Да, действительно. Поэтому, ну, вот не знаю. Надо выстоять. Нет. Да выбей просто, Да выбей. нет, выбить просто не надо, у них Да будет атака выбей. еще Нет, одна. он выбил, все нормально. Там зажимали Свиридова. Зачем, опять же, ты на своей половине поля, возле углового флажка практически. Ну, Нет, тут-то неподалеку. надо, конечно. Да. Конечно, надо было просто выбивать. Ну, если не на чужую половину, ну, вау. Просто да. забросы пошли уже откровенно. А Трубнику ничего не остается. Понимаете, команда забила Знаешь. из 3 мячей 2 со стандарта, 1 после отскока. Ну, посмотрите правде в глаза, ребят. Трубник снова хочет сезон без медалей провести? Наверное, да, если по такой игре они не могут сломить сопротивление строителя. Да, но в том году веское слово свое сказал Михаил Красиков. А И где- там был угловой. Да, но, кстати, я вот сейчас последний, наверное, раз пробежимся по другим играм. Зоркий Сипсельмаш 2-4, Родина ты Волга 3-2, и там 10 минут осталось. Ага. То есть, видите, сегодня, может быть, аутсайдеры это синхронно наберут очки. Ну, я думаю, что строитель Очень точно наберет. нервно, вот, по крайней мере, вот. Да, уж точно мы не проиграем. В этом уже, мне кажется, у Трубника просто времени Не должно трогай его. хватить. Корпус.
Здесь мяч остается. Вообще нарушал правила, Не, по-моему. почему вы останавливаетесь играть-то, блин? Вы что творите? Отворот. Ну, слава богу. Я вообще не могу представить. Это просто, знаете, Ну, буквально подарили возможность. реально Трубнику. подарили. Они просто остановились. Вы что же, свистка нету, надо играть до свистка. Шакиров уже тянет. Ну, хоть 5 секунд. Но все-таки надо, И вот надо. пошли дополнительные 1,5 минуты. Да. Зоркий Сипсельмаш 3-4. И Водник Кузбасс 0-1. Ох, как долго Крас- тянется время. Красногорский, кстати, уже интрига. Там было 1-3, было только что 2-4, я смотрел, уже вот 3-4. 3-4, ну... А там тоже борьба. Знаете, Зоркий будет играть. Будет на победу, наверное, даже. Попробуем сейчас. Победу? посмотреть. А какой? почему Они бы нет? начали во сколько? У них еще полчаса игрового времени. Ну, кто знает. Сипсельмаш такая лихая команда, что и может и отыграться с любого счета И и проиграть с проиграть, любым да, счетом, да. с любой форой. Что ж, у нас меньше минуты. одна Чуть из- ли не последняя атака сейчас. Да, вот сейчас Сипсельмаш. Сипсельмаш, да. Уральский труд. Первоуральский В атаке Сипсельмаш. перехват. Евгений Люхин по левому флангу. Поддержит его Денис Садаков. Никита Свиридов слева. Давай, забей, Да, Женя! можно потянуть время, заработать стандарт, заработать нарушение. Отлично, отлично. Вот то, что и нужно от Да. игрока. Вот в сейчас это заброс в время. штрафную, и там борьба за... Ну, Не увидит Никита, ну, Никита Свиридов мяч. тоже так. Да, за спиной у него он оказался, и осталось Вот меньше. это последнее, да, действительно уже. 10 секунд. Здесь Ничего уже и не было. фолы. Чисто. Даже если был бы фол, ничего бы не случилось. Там бы только потянули Просто время. не те... Просто... 4 секунды атака строителя. И здесь борется за мяч. Ах, Время основное вышло, дополнительное закончилось. Ну, где же свисток арбитра? Здесь идет у нас Трубник с мячом. Сейчас заброс, наверное, и будет свисток. Где заброс, где свисток? Время убрали уже. Время убрали. Режиссеры у нас закончили, мне кажется, игру. Ну, Осталось, не так чтобы просто, не и так хоккеисты просто. Трубника Михаил закончили. Красиков, Где если не свисток-то, ёкарный А, нет. ты? Бабай, извините за выражение. Выбей его! Ну не по клюшке. Да? Знаете, такая суматоха. Все переживают. Что, Ну, ты оставляешь мяч Трубнику, полосатые. Ну, что творится-то здесь в этой игре? Давно уже переиграли 1,5 минуты. Давно уже переиграли 1,5 минуты. Вот это... наш мяч, и слава богу, Максим Немцев. Выбей его опять подальше. Где свисток? Вы что, реально вы издеваетесь вот над нами, вот, ребят? Да. Андрей Токмаков, ты свисток выронил или где-то там? Я не могу понять. Может, его принести надо? На льду где-то свисток этот судейский. Уже 155-я атака Трубников, дополнительное время. Ой-ой-ой. И сравнивает Трубник счет. Вы что? Да правда, что ли? Это Как ж- такое возможно? Это... Нет, я... Это как это вообще понимать с вашей стороны, ребят? Время вышло уже давным-давно. И вы засчитываете этот мяч? Ну, знаете, вот как бы не хотелось ничего говорить, чтобы не получить какие-нибудь там штрафы, прочие санкции. Но вот это просто, как по мне, ну, не судейский произвол, да, а вот это беспредел судейский, потому что команды переиграли, ну, не на 1,5 минуты, там они сыграли уже минуты 4, наверное. Да. Ну, это вот просто позорище, если честно, а не решение арбитра. Ну это несправедливо. И вот смотрите, а игра Абсолютно. еще продолжается, и здесь еще травму получает игрок строителя. Хотя игра должна была завершиться уже давным-давно. Просто нет слов. Вот, Просто нет слов. Не знаю. Вот сейчас, да, вот 94-я минута на самом деле идет. Вот, точный таймер 93-42. Пенальти. Что? Нет, здесь пенальти, здесь судья продолжает гнуть свою линию. Ну он еще до победы Трубника сейчас досвистится. Ну, вообще, да. А что ему мешает? Ну, вот реально, 1,5 минуты ты добавил. А отыграли уже 4. Ровно 4 минуты сыграно. Трубник продолжает атаковать. Сейчас ты свистни еще угловой, да, и будет все прекрасно для гостей. Вроде на Волга тоже 3-3, если что. Синхронные результаты. Ну вот, не знаю. Спросим на послематчевой пресс-конференции главных тренеров, что это было. Но это, как по мне... А, это еще не конец, наверное.
Нет, вот всё сейчас это уже конец. Ну, не знаю. Да. Не знаю, это без комментариев, это вот хороших слов, наверное, для Ну, того, что мы абсолютно. увидели Просто в судья концовке. отобрал 3 очка у Да, нашей команды. просто Просто хороших отобрал. слов, потому что мы видели в концовке, просто нету никаких. В общем, может, это был наш с вами последний эфир, Александр, в истории. Но повторюсь, что такое судейство, которое было в конце, это позор и стыд для всего российского отечественного спорта. Спасибо за эфир. До свидания. Ну что там?